Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем разговор с вами об элементах цепи переменного тока и поговорим сегодня о емкости и индуктивности в цепи переменного тока. Значит, что значит емкость? Ну, это конденсатор. Да. Вот, скажем, если мы конденсатор включили бы в цепь постоянного тока, ну, скажем, к источнику постоянного напряжения, подсоединили бы, скажем, вот ключом бы, замкнули ключ, значит, да, так, ну, если, допустим, включили бы лампочку, то лампочка что? На какое-то мгновение бы вспыхнула, пока заряжался бы конденсатор. Дальше конденсатор что? Запирается, заряжается, значит, да, и, соответственно, лампочка дальше не горит. Ну, действительно же, это же разрыв цепи, поэтому как может гореть лампочка? В цепи же переменного тока, лампочка спокойно будет гореть. То есть получается что? Значит, если я включу в цепь переменного тока, переменное напряжение, значит, да, и включу конденсатор вместе с лампочкой, она спокойно будет гореть. Постоянно конденсатор будет перезаряжаться, и лампочка спокойно будет гореть. Так, ну давайте вот разберемся некоторые моменты, значит, да, как тут, значит, надо, значит, решать. Ну, допустим, что напряжение, пусть у нас меняется по косинусоидальному закону. О максимальное умножить на косинус омега t. Значит, чтобы найти заряд, как изменяется заряд, да, значит, нужно емкость конденсатора умножить, значит, на напряжение. Вот если я умножу, у нас получится следующее. Это получится c у максимальное косинус омега t. Помните, да, что мгновенные значения мы обозначаем маленькими буквами, да, а большие амплитудные значения уже большими буквами. Так вот, чтобы узнать, как изменяется ток, я напоминаю вам, да, что такое сила тока. Это производная заряда по времени. Если взять производную от этого функции, значит, получается что тут у нас? Значит, получается минус, производная от косинуса минус синуса, производная от омега, получается, от омега t будет просто омега. Значит, получается минус омега c у максимальное умножить на синус омега t. Ну и понятное дело, что вот это вот выражение, стоящее перед знаком синуса, это не что иное, как амплитудное значение той величины, которая изменяется. Поэтому я могу написать, что максимальная сила тока будет равняться что? Это омега c умноженное на u максимальное. Ну, вспоминая закон Ома для участка цепи, вы помните, да, я здесь в стороночке напишу, что сила тока, что она прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению. Значит, как, значит, можно скомпоновать вот нашу полученную форму? Давайте мы ее выделим и обозначим, скажем, цифрой 1. Значит, можно будет так сказать, значит, да, что получается, что вот это выражение, это получается величина обратной как бы сопротивления. Поэтому что, можно будет написать так, что вот это вот, давайте так обозначим, что сопротивление конденсатора, оно называется емкостным сопротивлением, это получается будет величина равная единице, деленная на омега c. Можете для себя отметить, значит, да, это емкостное сопротивление. Ну и тогда все получается нормально. Значит, если я записал бы, значит, у меня получилось и максимальное равняется у максимальное, деленное вот на это самое xc. То есть никакого противоречия нет, значит, да, законом Ома для участка цепи. Просто сопротивление у нас в данном случае что? Будет зависеть от частоты. Помните, что это циклическая частота, да, она равняется 2π. То есть, если я буду изменять частоту, увеличивать частоту, сопротивление будет уменьшаться. Так, ну а теперь вот здесь вот немножко поработаем, да, для того, чтобы не было минуса, и для того, чтобы представить все это, значит, через функцию косинус, получаем следующее. Сила тока будет равняться. Значит, я заменяю на и максимальное, а вместо минус синуса напишу, что будет косинус 90 плюс альфа. Значит, получается, это будет косинус омега t плюс π пополам. Вот тоже очень важное заключение, которое в дальнейшем для вывода закона Ома для цепи переменного тока нам очень пригодится. Посмотрите, пожалуйста, напряжение и сила тока, они совершают колебания не в одинаковой фазе. Сила тока опережает на π пополам. В отличие, скажем, от резистора. Там мы говорили с вами, что и сила тока, значит, и напряжение в одинаковых фазах. Так, вот получили, значит, что? Получили выражение для емкостного сопротивления и получили важный вывод, то, что сила тока опережает колебания напряжения. Так, дальше, следующий момент. Как ведет себя катушка в цепи переменного тока? Ну, мы в названии темы записали индуктивность. Ну, есть такой термин, значит, да, потому что любая катушка обладает индуктивностью. Так, давайте мы это сделаем рисуночек. Так, вот, допустим, цепь переменного тока. Ну и включим сюда катушку.
Значит, если бы в цепь постоянного тока мы включили катушку, это было бы просто короткое замыкание. Значит, да, естественно, все бы у нас загорело. Но дело в том, что из заявления электромагнитной индукции, значит, да, катушку спокойно можно включать в цепь переменного тока, потому что, значит, индукционный ток будет постоянно препятствовать, значит, любому изменению внешнего тока. Ну и давайте с чего начнем. Запишем, как изменяется у нас сила тока. Так, я вот это, наверное, тоже уберу, с вашего позволения, чтобы у нас была возможность здесь кое-что дописать. Итак, значит, сила тока. Так. Сила тока, она, значит, равна И максимальная умножить на косинус омега t. Мы тоже вот для себя должны, значит, выяснить, как у нас соотносятся колебания силы тока и напряжения. Так, я возьму производную от силы тока. Так я обозначу И штрих. Значит, если я буду находить производную, у меня получается, что омега, значит, во-первых, минус, да, потому что от косинуса минус омега И максимальная умножить уже на синус омега t. А теперь давайте вспомним закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции равняется минус L, индуктивность как раз катушки, да, любая катушка обладает индуктивностью, и, соответственно, изменение тока по времени, то есть получается L на производную силу тока, ну, d по dt по-другому, значит, да, и, соответственно, если я хочу получить выражение для ЭДС индукции, у меня получится минус будет плюс, значит, получится омега L И максимальная умножить, значит, на синус омега t. Ну и напряжение, значит, да, у нас ЭДС индукции, она равняется минус напряжению. Да, если я запишу выражение для напряжения, у меня получается снова минус появляется. Минус омега L И максимальная умноженная на синус омега t. Ну а тут опять же что, делая такой, значит, так сказать, переворот, значит, да, можно будет что? Поменять минус синус, значит, на косинус 90 плюс альфа. И получаем такое выражение, что U равняется омега L И максимальная умножить на косинус омега t плюс π пополам. И что мы видим? Значит, если на конденсаторе сила тока опережала напряжение, значит, на π пополам, то, значит, на катушке сила тока будет отставать от напряжения на π пополам. Вот такая вот интересная штука. А на резисторе будет совпадать с колебаниями напряжения. Это один вывод важный. Ну а дальше что? Понятно, что вот это вот выражение, стоящее перед знаком косинус, это не что иное, как максимальное напряжение. Значит, U максимальная будет равняться омега L умножить на И максимальное. Ну и понятно, что вот это вот омега L несет такую же нагрузку, как что? Как и сопротивление, потому что напряжение есть сопротивление умножить на силу тока. Поэтому что? Вводим понятие так называемого индуктивного сопротивления, то есть сопротивление катушки в цепи переменного тока. Она будет равняться произведению циклической частоты на индуктивность катушки. Итак, три вида сопротивления в цепи переменного тока может быть. Это активное сопротивление, где происходит как раз преобразование, значит, электрической энергии в любую другую, световую, скажем, или какую-то тепловую. Есть емкостное сопротивление, сопротивление конденсатора, ну и есть индуктивное сопротивление. Но сразу надо будет сказать, у нас в дальнейшем будет такой вопрос, отдельная тема, да, о мощности. Значит, да, из-за того, что у нас есть разница, сдвиг по фазе между силой тока и напряжением на π пополам, значит, мощность на емкости, на катушке и на конденсаторе вообще не выделяется. Выделяться будет только на резисторе. Вот такие вот теоретические вещи. Ну а на следующем уроке мы попробуем эти вещи вместе скомпоновать и получить уже что? Рабочий такой закон, закон Ома для цепи переменного тока. Так, ну на сегодня, я думаю, достаточно. Спасибо за внимание, ребята. Значит, до свидания. Будьте здоровы.